теперь мы будем готовить с Геннадием Геннадьевичем ужин. То есть ужин такой. Колбаса, сало, яичница. Это и обед, и ужин, и завтрак. Ну, короче, ужин. Ужин? Да, сейчас мы режем колбасу, она заморожена. Выезжали, было минус 30, приехали, пока напилили дров, пока я пришел, Геннадий Геннадьевич пилил дрова, а я пошел растопил печку, сразу накидал шушняка, чтобы она быстрее, чтобы тепло было в избе у нас. Сейчас мы пошинкуем сальцо, манеха, и мы кидаем его уже, в принципе, на раскаленную сковородку. Ну, она еще не раскаленная, но скоро она будет раскаленная. Порежем и лучку. Туда что-то сегодня ели сало. Говорил, надо взять чеснока. И, короче, порол я сало без чеснока. Это чуть не плакал. Но могу так в целом сказать. Буду смотреть многие люди этот ролик, потому что Геннадий Геннадьевич будешь выкидывать, потом он мне скинет. Вот человек. Это без там, сказал бы, но не буду говорить. О, без там П и Ш. Последнее слово. Виделись только по ютубу, созвонились там. Он мне был, прислал. О, сын приехал, отдал мне его на то, что я попросил. О, потом с вахты приехал, там тоже договорились. Поехал я к нему. Встретились, вот уже с ним второй раз. Мы с Геннадием Геннадьевичем пили коми, напиток, угощали, как он называется? Баяная. Баяная угощали. Он нас поблагодарил, отблагодарил. Изба нас приняла шикарно, тайга нас приняла шикарно. Так что, как-то так. Если ты по-человечески, и к тебе по-человечески, все будет тебе по-человечески относиться. И если ты будешь, не буду говорить кто, значит тебе так же будут относиться, как ты, такой же. Так что, мои дорогие, как-то так. Ну, О, запах пошел. вы слышите запах? Вы не слышите? Сало шкварчит. А запах... Набурили сегодня лунок, наверное, 200-то точно, да? Мама Как минимум, блин. Я не еще больше. по тупости ножи запаскудил. Ну, что ты сделаешь? Думал, еще посмотрел в машине ножи, брать, не брать. Да, хватит, хватило, бляха-муха. Что, ни хера не хватило. Так что, вот такая будет у нас вечеря, трапеза, лесная трапеза. Кто в лесах шлындает, по избам живет своих, тот так же, ну, может, там варят. Мы раньше тоже варили, тут мы так, ну, не голодные, по крайней мере, мы. Вот тут уже жара, я тебе скажу. Ташкент. Батенька, да. А видишь, на улице потеплело, и тут, я думаю, будет тепло в избе. Сушняк. Я думаю, еще колбасу не кидать, она не влезет вся туда. Или за 2 раза. А яйца не влезут все. Да? Да. А, запах пошел. Запах не пошел. Так, ну что, следующий кадр будет за ужином? Ну да, я думаю, давай, рекламная пауза. Мы вас будем приглашать за стол, который будет, я думаю, шикарный. Ну, не в ресторанах Франции до Лондона. Получше, получше. Получше, конечно, похеру на мне тут Лондон. Лондон. Лондон и Париж. Потому что я... Кому не нравится жить в России, дергайте-ка нахер за кордон. Мне нравится тут жить. Так что вот так, выключаем. Начинаем трапезу. Мы начинаем КВН. А тут тебе только все. Стопарь. Да.
Там 250 грамм или пол-литра? Я не знаю, сколько тут. Что там было, то и взял. У меня все такие. Секушка. Чекушка. Я думаю, все такие. Секушка. Я, знаешь, сам А это... зачем тебе дома, если ты не употребляешь? Да, мне нравится, когда оно дома есть. Кто-то придет. Мгм. Вот это еда. Вкусно. Как это в рекламе-то? Легче? Легче. Да. Такс. Царский ужин. Но если так в арифметической прогрессии будем подниматься с уловом, да? Ну. 14, 28, 30. 30. 30. То завтра 60 должно быть. Ну, правильно? завтра, если бы целый день рыбалили. Ну ладно. Если полдня, то еще 30. Дай бы бог. Я завтра буду рыбалить только одной вот этой утопленницей. Сегодня, да, Харек утащил за вас, друзья. За вас, за нас, за лес и за тайгу, за речку. За вас, В первую очередь это огромное спасибо Геннадию Геннадьевичу, что хватит. принял, да подожди ты, что принял меня, приютил. Ну а второе, даже самое главное, это спасибо хозяевам леса, лесным богам, которые нас приняли и все нам благополучно. Ух. Что, ты чеснок не ешь, что ли? Ем. Как его не ешь? Сегодня рыбаков на реке не было. Вообще никого. По крайней мере, в этом регионе. Я тебе могу сказать, вот Ухта, это 8-е, 7-е короткий день, да? 8-е, 9-е, 10-е, да, тоже еще? Пятница, суббота, воскресенье. Народу будет на речках. Там. Это пипец. Там, наверное, нет такого спокойствия, да? Там кишит. Не, смотря куда доберешься. А, чем дальше, тем тише. Конечно. Заметил, да, рыбацкой храпнули, немножко вечером Ну да. покрывало. Ну, конечно, ты там кабана вытащил классно. И подряд, один, второй. И вот один сошел, очень обидно, конечно. У меня тоже сошел, козел. Вода с лунки поперла, и бац. И я рукой тырк. Может, плохо подсек его. Ну, слабо берет, сегодня слабо брал, вообще не хапал вообще. Не было. Вчера- Удара вообще не было. Вчера он вообще что-то брал. Как вчера- я дуплетом твоих. Ну да, как пришли туда. На червяка, кстати, да? Да. А сегодня на червя не рыбачили. Я попробовал, что-то ни хера. Один раз живем, жизнь надо Да. прожить так, чтобы не было обидно за И бесцельно стыдно. прожитые годы. Будет что вспомнить, тем более будет что посмотреть Да. и вспомнить, как говорится. Лет через 20 будем мы с тобой, Саша, смотреть? Если доживем. Куда мы денемся, блин? Мы просто обязаны дожить, блин. Ну да. Лет через 20 мне уже будет 72 года, блядь. Ну, подписчиков-то нельзя это кидать, можно так сказать. Ну да. Они же ждут от тебя роликов. Ну он козел. А ты, наверное, дернул и оборвал. Ну, наверное. А я думал, что он... Мне не жалко харать, мне жалко хорошо, что мормышки целые. А я смотрю, ты тянешь, потом «О!» И тянет, потом «А!» Ну, вот раньше времени нельзя говорить «О!» Вытащил, потом говори «О!» Ну, знаешь, хочется, как всегда, чтобы лучше, блядь. Получается, как всегда. А камера не было у тебя, да, Да включена? она и куда там она заряжалась? Много, конечно, кадров теряется вот так вот. А я сколько рыбы сегодня потерял, пока камеру включаю. Поклевка есть, я быстро... Тебе-то проще, видишь, тебе нажал там на голове GoPro. Если бы она- Я один раз так поставил, вместо этого нажал фотоаппарат, ты понимаешь? Там она нащелкала, ну, думаешь, что вот снимает, она там щелкает и щелкает. Ты рявкнул, стой. Ну, бах, все. А тут, знаешь, как ты
кричишь, как херовой невестке, хватит, хватит. Она тебе говорит, да пошел ты, Геннадий Геннадьевич. Еще потому хочу, что- да еще Да, хочу. потому что на улице минус 30. Херовой невестки. Хватит, хватит, а я еще хочу, да? Да. А так же я ей говорю, снимай. Она говорит, да ну нахрен, холодно же, какой Ну. снимать же? Нихера. Утром выехали сколько? 30-ка была же? Да. Месяц. Где-то Смотри, минус 10, а уже жарко, да? там. Да. Уже двери открываем. Дай тряпочку, пожалуйста, вон только надо. Вот вот. Ну ты намного не открывай тряпочку. Эту дверь. Дверь? Да, Я тут закрывай. немного, я просто возле печки уже это. Не знаю, сиди возле печки. Ой, хоть спина согреется. Да. Сегодня спать раньше ляжем, завтра раньше встанем. Ну, пока не раньше, я думаю, но посидим, почирикаем. Я все больше кушать не буду доедать. Чего ты, Гена? Ты заметил, я медленно ем. Ну, я быстро ем. Ну вот, а я медленно. Я могу есть и долго. Да ты говорить. такой же едок, как и я. Чем больше человек, тем меньше ест. Да я тебе могу так сказать. Мне главное, чтобы было первое. Время без 10:09, а мы уже ложимся спать. Мы уже спит. Чаек попили, тоже ложимся спать. Спокойной ночи. Встречаемся завтра утром. Будильник поставили на 4:30. До завтра. Топится печка. Дрова наготове, чтобы подтапливать ночью. Бурвой. Ну вот и заканчивается наша очередная рыбалка. Утро. Короткие сборы. Завтрак был отличный. Поели яичницу с колбасой. Чаю попили. Все круто. На улице потеплело. Уже минус 6. Все собрано. Ураган готов к бою. Осталось пару штрихов еще. Заметьте, дров мы оставили вполне достаточно. Есть дрова березовые. Есть сушняк для растопки. И полный порядок. Избу подмели. Посуду убрали. Чайник вылили. Все в порядке. Оставили полный порядок в избе. И дрова. Что и надо делать всегда. Оставляем всегда, так не то, что некоторые. Я вам говорю, друзья, если смотрите этот ролик, так больше не делайте. Кто вот до нас был, они знают, что дрова спалили, новых не приготовили и оставили в избушке бардак, пустые бутылки и то да сё. Так больше просьба не делать. Оставляйте в избушке порядок и дрова. Ну вот мы и на речке. Пробурены первые лунки, то есть это на другом месте, на одном месте пробурили с десяток лунок, поклевок не увидели. Пришли на наше заветное место. Там один хорюзок. Здесь один вот хорюзок вот такой. И с этой лунки вот такого же хорюзка. 3 хорюзка поймано. Пойман был один бычок, индикатор чистой воды отпущен. И один, два, наверное. Ты сколько, одного выпустил? Двоих выпустил маленьких. Ага, Саша вон поймал 2 маленьких, выпущено Там вообще стыдоба брать. Во. в родную стихию. Пробуем рыбачить дальше. Буримся, все обурено, конечно. Ну, ничего страшного. Включаемся на первой поклевке. Итак, друзья, пробурены новые 5 лунок. Включаем камеру. И с вами будем смотреть, что нам даст. Что нам дадут эти новые лунки. Закидываем. Смотрим. Что, дергает? Сейчас посмотрим, пока нет. Так. Здесь не хотят. Была. Что-то потом не хотел. Потом вернусь лучше. Я говорю, не берет, если сразу, надо идти дальше. Пробовать другие лунки. И потом по кругу лучше пройтись еще раз. Ты хоть усидись, если он там не клюнет, он рядом будет стоять, он второй раз не возьмет. А вот время пройдет, даже хотя бы минута, свежая мормышка опять же падает по ходу, и он уже может цапнуть.
Или с другой мормышкой. Я вот сейчас вот туда пойду, потом принесу вот ту с резиной, которая с кембриком. И закину туда, и буду смотреть. Он такой скажет: блин, только что 100-рублевая была, теперь уже кембрик. Ну-ка давай попробуем. Такого чуда у нас еще не было. Так, закидываю эту лунку и пойду проверю сейчас все это, эти же самые лунки, другой удочкой с другими снастями. Посмотрим, на что он больше реагирует и вообще реагирует ли он на что-нибудь. Так, это пока оставляем сюда и пока выключаемся. Время 15 минут 11, 10:15. С утра было поймано, ну, может, штук десяток было поймано, а взяли только 5 хорюсков, и то небольших. Ну, таких сковородочников взяли. И все, клёва нет. И съемок нет, потому что снимать, как вот мы бурим и вот так вот сидим без толку, я думаю, это будет неинтересно никому. Пошел сильный снег, просто заваливает. Потеплело, считаю. Резкий перепад температуры, видать, подействовал на клев рыбы. Вот эти 5, которые мы поймали, это мы не было ни ударов, ни поклевок, просто цап, повиснет, подсек, все вытащил. Пару сходов обидно было, тоже такой некрупный. Вот, решили, Саня говорит, ну его нафиг, надо, говорит, дергать домой уже. Дай больше делов сделаю. Больше делов, но поклевок нет. Сейчас еще пару луночек проверим. И будем собираться. Держи. Будем выезжать. Поверни на меня. Саня, Теперь, хочет... мои дорогие друзья, я уже говорил и еще раз говорю, Геннадию Растворову, который ведет на ютубе канал Коми Рыбак, огромное спасибо. И егоные подписчики, кто его не видел, вот я его егоные подписчики вижу, могу вам сказать одно: вот так, не так, а вот так 150-250 раз. Так что вы не зря сделали, что подписались на этого прекрасного человека. Все, пока. Я с вами пока не прощаем. Да, скажи, жду на своем канале. Так что я думаю, что на канал Александра Мазаева поставите подписку. Там вы также увидите много рыбалок, увидите, как он делает мушки, нимфы. Все он делает сам. В магазине, наверное, ничего не покупает, да? Мушки? Да нахер они? Нет, ты что? Только материалы он заказывает по почте и делает все сам. Делает шедевры. Вот. Давайте попробуем еще пару лунок. Может, все-таки напоследок, как говорится, напоследок что-нибудь доклюнет. Сам убедился. Вот на моих мушках. Сам убедился. Ну да, все. Я говорю, хочу напоследок хотя бы одного вытащить все-таки, а 2-3 лунки еще попробую. Я уже ничего пробовать не буду. Саня, все. Так, здесь ничего. Глубина нормальная. Прошлую рыбалку здесь рыба клевала. Нет, доклевала. Позавчера поклевки были удары. Вчера клевало плохо. Погода начала меняться, начала теплеть. Ну, к вечеру после обеда немножко мы еще поклевок увидали. Нашли место, там поклевало, там поклевало. Сегодня потеплело до минус 2 градусов. Минус 5 было, не вру, минус 5 градусов. Но сейчас, наверное, уже еще теплее. Стеной пошел снег, просто все заваливает. Видать, давление низкое. Рыба кровоточит, жабры кровоточат у них. Видать, не айс ему вообще. Правда, прошлый год в такую погоду, ну это был, правда, месяц апрель. Шел снег, я поймал неплохо тогда, прошлый год. Поклевки были. Ну вот, сейчас месяц март. Сегодня у нас 6 число, да, Сань? Да, завтра 7. 6 марта.
резкий перепад температуры с морозов в тепло. Давление, видать, скакануло, и рыба просто игнорирует. Полный игнор. Никакие снасти, никакие наживки этой рыбе не нужны. Вот, обурили здесь вон кучу лунок. Место уловистое. С Саньком мы здесь половили харюза на 23 февраля. О, это трава. Сейчас же поймали только одного. Ты рыбу убрал, харюзка? Да, все убрал. Ну что, дерево заваленное. Все. Хотел напоследок поймать еще харюзка. Не получилось. Вон еще, обращаю внимание, если видно, 100-рублевая мормышка моя. Вот такой вот золотой муравей с таким шариком. Свое она уже отработала. Вот. Такой у нас места. Серега Мельников, Виктор Анатольевич. Ну, Виктор Анатольевич не привыкать, Бястеру тоже не привыкать, Остапчукам тоже не привыкать, Стайчику не привыкать. Там еще Саня Агафонову не привыкать таким местам, потому что они... А вот кто живет в средней полосе, уж поверьте мне, что у вас таких мест нету. И в каждом районе ваши места красивые, там даже разговора Все, нету. вон такая вот ангарская резина. Наша рыба, сера, Тоже наша, поработала. как мы его называем, хорек, Половила. хариус, вот это самое Вишневая. Вольфрамовая мормышка. Вот такая. Тоже продуктивная мормышка. Тоже себя неплохо показала. Но сегодня не клюет ни на что. Ни на что не клюет, и не будем терять времени даром. Если бы я, конечно, рыбачил один, я бы сидел упорно до вечера. Ну, Саня говорит, что надо ехать. Так, что, буры, наверное, собираем, Геннадий? Ну давай, чтобы не мешались. А? Давай собираем. Ну что, вещи собраны, все упаковано. Сейчас мы... Речка, до свидания. Мы к тебе еще обязательно вернемся. Правильно? Теперь, да, обязательно. Теперь я могу сказать, вот ураган, Геннадий Геннадьевич хотел сказать. Короче, мы вчера залили, сколько истратили мы с тобой? Ну катались 2 дня. Да. Заехали, ездили 2 дня. Сегодня залил 5-шку, еще литр где-то осталось. 4 литра за 2 дня. Да. На Буране бы бак кончили. Так мы, мама, не горюй, куда мы там ездили. Угу. Экономия вот такая Так вот. что, речке большое спасибо, и мы поперли. Спасибо и до свидания. Мы скоро к тебе вернемся. Вернемся с Саньками. Один Санька говорит до свидания, другие 2 Сашка скажут здравствуй, реченька, река. Мы пришли. Прощаюсь, я говорю. До свидания. Поехали. Возле удочки стань. Да, у Сани там на удочке еще хариус, наверное, килограмма на 1,5. Поехали домой. Рыбалочка отличная. Несмотря на то, что приехали поздно первый день, поймали 14 штук. Второй день 30 штук. И сегодня 5 харюсков. До свидания, река! До новых встреч!